Сегодня мы реализуем повестку развития, наращиваем свой потенциал в очень непростых условиях. И очевидно, что в непростых условиях действует и Академия наук. Ее ответственность за получаемые результаты возрастает в сегодняшних условиях в разы. Именно ваши открытия, научные достижения позволят на качественно ином уровне решать задачи во всех сферах: в области безопасности, здравоохранения, в промышленности, в инфраструктуре, в экологии и энергетике. При этом, подчеркну, смысл не в том, чтобы кого-то догонять или просто копировать чужое. В науке, как и во всех других сферах, мы обязаны действовать на опережение, быть в числе лидеров. И с учетом того, что нам досталось от ваших предшественников, мы, конечно, можем это сделать. Кстати, уверен, вы знаете, что в тех научных, технологических сферах, где у нас весомые, уникальные компетенции, наши зарубежные, в кавычках, партнеры, как мы всегда говорили, даже и не пытаются вводить против нас какие бы то ни было санкции и ограничения. Понимают. Здесь они понимают, что это бесполезно и бессмысленно. Поэтому, повторю, нам нужно быть сильными, самодостаточными и конкурентоспособными по всем ключевым векторам прогресса. Самодостаточными с точки зрения обеспечения собственных ключевых потребностей, конкурентоспособными для того, чтобы формировать глобальную повестку развития, занимать прочные позиции на мировых рынках как на сегодняшних, так и на перспективных. Нужно стремиться в буквальном смысле перешагнуть на следующий технологический рубеж, наращивать свои уникальные компетенции, чтобы создавать равноправные международные научно-технологические альянсы. А по критически важным для нас направлениям мы должны обладать всем спектром технологий и средств производства. Вы хорошо знаете, что Академия была создана на переломном рубеже, когда наша страна стала великой державой. Петр I, основатель, вдохновитель Академии, видел громадную роль науки для просвещения и образования, для укрепления военной мощи государства, экономического потенциала. Известно, что на протяжении всей своей истории Академия занималась фундаментальной наукой. И ее роль в жизни страны, подчеркну это особо, также абсолютно фундаментальна. Вклад членов Академии, исследователей, первооткрывателей, первопроходцев в становление России как государства цивилизации поистине бесценен. Именно с изучения родного Отечества, освоения наших бескрайних земель началась, по словам великого ученого, академика Владимира Ивановича Вернадского, самостоятельная научная работа русского общества. Собранные многими поколениями ученых природные, этнографические, археологические коллекции, результаты исследований являются подлинным достоянием России, служат сохранению нашей идентичности и исторической правды, сбережению великого многонационального нашего народа, нашей культуры, литературы, самобытных традиций народов России, которые веками жили на этой территории, веками жили бок о бок в нашей стране. Повторю, нам нужно бережно, внимательно относиться к академическому наследию. Оно должно быть открыто для общества, служить делу просвещения, воспитанию подрастающего поколения. Мы обязательно должны и будем обращаться к нему и при формировании наших долгосрочных планов в экономике, социальном развитии, в демографии.